4 марта 2010 года Абхазию постигла печальная весть о смерти первого президента, основателя современного абхазского государства Владислава Ардзинба. Тогда страна словно оцепенела в безмолвии, и время будто остановилось. С того дня прошло ровно 15 лет, но годы лишь подчеркивают значимость утраты. По завещанию Владислава его похоронили на линии фронта, где шли тяжелейшие бои в родном селе Ишера. На протяжении всех 15 лет к мемориалу памяти в Ишере не зарастает народная тропа. Это говорит о том, что люди осознают роль первого президента в достижении главной цели абхазского народа – свободной жизни на родной земле. Отдать дань памяти Владиславу Ардзинба пришли исполняющий обязанности президента Бадра Гунба, избранный вице-президент Беслан Бегвава, спикер парламента Лаша Ашуба, депутаты, члены правительства, ветераны, общественность. «Свобода Апсны – смысл всей моей жизни», – говорил Владислав Ардзинба. И действительно, его судьба распорядилась так, что эта фраза стала пророческой. Владислав Григорьевич появился на политической арене Абхазии в один из самых сложных моментов ее истории. И именно он возглавил национально-освободительное движение и осуществил вековую мечту абхазов о свободе и независимости. Его идеи, его идеалы живы. Абхазия независимая. Свободное государство. Кто бы как ни хотел, это процесс развернуть в какое-то другое направление ни у кого не получится. Независимое абхазское государство Владислава Ардзинба – это единое целое. От этого мы никогда не откажемся. Я первым долгом его запомнил вот таким человеком, который надо было раз увидеть, раз узнать, и никогда ничего не забудет. Поверьте мне, в конце войны и послевоенный период, пока он был верховным главнокомандующим, многим высококвалифицированным военным профессионалам было тяжело с ним общаться даже на военную тему. Он настолько быстро это все на ходу хватал, и он мог спокойно с российскими генералами, которые знали военную науку, как говорится, на 5 с плюсом, наравне беседовать и поддерживать военную тему. Так что вот такой Владислав Григорьевич. Ну, а как человек, конечно, это очень смелый, очень волевой, отчаянный, можно сказать, и высокообразованный. В условиях войны в полной мере проявились мужество, твердость характера, политический талант и целеустремленность лидера нации. Ему приходилось планировать военные операции, находить вооружение, решать вопросы обеспечения тысяч беженцев. И, несмотря ни на что, он упорно вел народ к победе. Следуя зову Ардзинба, люди обретали смелость и шли вперед. Я помню ситуацию, когда было тоже неудачное наступление. Это было в районе Шромы, в районе Цугуровки. И было такое поникшее настроение. Очень много ребят погибло, много было раненых. И наступление захлебнулось. И нужно было принимать решение, что делать дальше и как это наступление развивать. В этот момент там оказался Владислав Григорьевич. Он туда приехал. И когда увидел ребят, собрал их вокруг себя и сказал: у нас не будет другой возможности, нам надо двигаться вперед. Понятно, что ребята погибают, но война без потерь не бывает. Соберитесь с духом, соберитесь, если надо, я вместе с вами сейчас пойду в этот бой. Соберитесь. Я просто такой реакции не видел, я был молодым парнем, и у меня внутри вот напряжение такое возникло. Это вот такая была поддержка. И то, что он сделал, конечно, и наша победа, она связана только с его именем. Вокруг него сплотился весь наш многонациональный народ, и мы выиграли эту войну. Я благодарен судьбе абхазской, что у нас в это сложное время был такой лидер. Он настоящий был лидер, он наш командующий был. И в моих воспоминаниях он таким и остается. Навсегда главнокомандующим
наших вооруженных сил. Владислав Григорьевич безгранично любил родину и всю жизнь посвятил ее служению. В сердцах каждого представителя абхазского народа он навеки остался примером настоящего патриотизма и мужества. Именно с его именем связано создание нашего современного государства, сохранение нашего государства. Мы чтим память Владислава Григорьевича Ардзинба. Черты характера, которыми отличался Владислав Григорьевич Ардзинба, это в первую очередь любовь к своей родине, любовь к своему народу, храбрость. Он был человеком, который думал на перспективу, думал обширно. И, конечно же, то, что он заложил, сегодня остается в виде нашего государства, независимого, современного государства, где мы можем развиваться, жить и растить своих детей. Наряду с сильным характером, острым темпераментом и неизменной требовательностью Владислав Григорьевич Ардзинба был всегда близок и доступен для своего народа. Во время войны мне было 23 года, но я сам спортивный работник. После нашей победы, что запомнилось, я молодой тренер, и в 1994 году, несколько месяцев после войны, я с командой выезжал, один из всех видов тогда, и я лично был на приеме у Владислава Григорьевича, и часа два поговорили. Я помню, тогда очень тяжело было с деньгами со своего спецсчета. Я 12 человек повез борцов в Москву на международный турнир. И к чему говорю, и после этого тоже несколько раз были такие моменты. Для меня он все. Если бы не было бы этого человека, не было бы нашего государства. Владислав Ардзинба сочетал в себе качество подлинного интеллигента и в то же время человека скромного, близкого и понятного для каждого. Память о лидере увековечена в сердцах людей. Такой всенародной любви и исторического бессмертия удостоены лишь единицы – герои из героев. Таким был и остается Владислав Григорьевич Ардзинба. Во время войны, страшного испытания, я на всю жизнь запомнил две надписи. Одна надпись на абхазском языке, которую написали наши воины, она гласила «Пстаза расиху псадгелу». Жизнь – это Родина. И рядом надпись на адыгском языке. Я, может быть, небольшой специалист в области произношения адыгских фраз, но я запомнил и запомню это на всю жизнь. Это фраза «Псым япар напар» – «Честь дороже жизни». Вся жизнь и свершения национального героя Владислава Ардзинба навсегда останутся в памяти грядущих поколений, как образец беззаветного служения своему народу. Альга Трапш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.